Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента в Конституционной палате Касымбекову Нурбеку Атеевичу. Пожалуйста. Уважаемый суд, по поводу оспариваемой нормы отмечаю следующее. В соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики об органах внутренних дел Кыргызской Республики, сотрудник органов внутренних дел является представителем власти, находится под защитой государства и при исполнении служебных обязанностей обладает правом неприкосновенности. Законные требования сотрудника органов внутренних дел обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. В соответствии с 6 вышеуказанного положения, служба в органах внутренних дел основывается на принципах открытости и публичности, наряду с другими принципами. Таким образом, деятельность сотрудника органов внутренних дел является публичной. Соответственно, в органах внутренних дел должны работать лица с безупречной репутацией. А если сотрудник органа внутренних дел будет иметь близкого родственника, осужденного за особо тяжкие преступления, либо близкого родственника, являющегося членом организованных преступных группировок, тогда у граждан будут возникать сомнения в морально-этических и нравственных качествах сотрудника, а также в законности и бескорыстности его действия как носителя публичной власти. Для устойчивости основ конституционного строя государство всегда нуждается в эффективных правовых механизмах, которые должны оградить его от злоупотреблений и криминализации публичной власти. В этих целях устанавливаются повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности. Такие требования устанавливаются, чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных качествах, чтобы у граждан не возникали сомнения в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти. В связи с чем государство, рассматривая криминализацию власти как угрозу национальной безопасности, вправе использовать для достижения указанных целей определенные ограничения права граждан на государственную службу. Дифференцируя государственные должности и регламентируя правовой статус каждого из них, законодатель вправе устанавливать в этой сфере особые правила. Такая правовая позиция была высказана в нескольких решениях Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Это в решении от 31 октября 2013 года, от 26 ноября 2013 года, от 25 ноября 2015 года и от 27 января 2016 года. Соответственно, установление специальных требований для сотрудников органов внутренних дел не может рассматриваться как дискриминация в зависимости от каких-либо обстоятельств, нарушение равенства всех перед законом и судом, нарушение права на свободу труда, свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, гарантированных Конституцией Кыргызской Республики. Вместе с тем отмечаем, что требования части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики к возможному ограничению прав и свобод человека и гражданина устанавливают обязательную законодательную форму вводимых ограничений и тем самым запрещают принятие в этих целях иных видов нормативных правовых актов, предусматривающих ограничительные меры. Следует отметить, что в настоящее время проект закона Кыргызской Республики о прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики, регулирующий правовые и организационные основы порядка и условий прохождения службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики, рассматривается Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики. Принят в первом чтении 28 июня сего года. Данный законопроект регулирует и оспариваемую норму вышеуказанного положения. Вот стороны, оспаривающие эту норму, их представители тоже соглашаются, что оспариваемая норма не детально регулирует порядок увольнения сотрудников органов внутренних дел. В этой связи
считаем, что есть правовые пробелы в этой норме. И в связи с вышеизложенным прошу суд поручить правительству Кыргызской Республики устранить пробелы в правовом регулировании, связанные с ограничением прохождения службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики. Спасибо. Спасибо.